Первый случай заболевания крупного рогатого скота вирусом нодулярного дерматита в Абхазии был обнаружен в июне в Галском районе. После этого в республику срочным образом была завезена вакцина в количестве 20 тысяч доз. Но этого недостаточно, так как в республике поголовье скота на сегодняшний день составляет не менее 250 тысяч голов. Вирус нодулярного дерматита обнаружен уже в 4 районах Абхазии. Мы наблюдаем падеж в нашей стране из числа заболевших примерно 5-8% из числа заболевших. А заболеваемость достигает тоже, по нашим наблюдениям, из 100% процентов 15. 15, не более 15, меньше может быть 10-15% пока из числа заболевших в 4 районах республики. Это Галский, Творчалский, Очамчерский и Гулрыбшский. Специалисты утверждают, что болезнь при своевременном обращении успешно лечится. Также эффективна и профилактика, в данном случае вакцинация. Эта болезнь подлежит лечению и успешно проводится лечение. Просто нужно вовремя приступить к лечению. Что касается профилактики против этой болезни, здесь вопрос тяжелее, потому что вакцина производится только в Турции. Специфическая вакцина. Она достаточно эффективна. Сейчас мы не будем говорить о том, что она обязательно спасет все поголовье. Мы так тоже не можем говорить, но она считается эффективной. Руководители районных ветеринарных служб рассказали о ситуации на сегодняшний день, о количестве заболевших животных и о работе, которая проводится для предупреждения распространения вируса. Переносчиками вируса могут быть как сами больные животные, так и мелкий домашний скот и домашняя птица. Вирус переносят и кровососущие насекомые. Для человека нодулярный дерматит крупного рогатого скота безопасен, так же, как и продукция больных животных. Но специалисты все-таки не рекомендуют забивать их и использовать мясо в пищу. Человеку не рекомендуется забивать на мясо и употреблять пищу мясного молочного происхождения от больного животного. Я объясню почему. Потому что это будет способствовать дальнейшему распространению. Вот это единственная причина. Симптомом вируса нодулярного дерматита является появление лихорадки у животных, отеков внутренних органов и подкожной клетчатки, кожных узелков, а также поражение лимфатической системы. Недуг поражает слизистые желудочно-кишечного тракта и органов дыхания и зрения. По словам Романа Джопуа, у ветеринарных служб республики очень большая нехватка специалистов, поэтому при первом подозрении на болезнь хозяева животных должны изолировать скот и обратиться в ветслужбу района. Заболевших животных очень требуется их изоляция, насколько это возможно, и проводить лечение с помощью ветеринарных специалистов. Они знают свое дело, они на сегодняшний момент, я могу смело сказать, что выполняют на все 100% все, что в их силах. На коллегии Государственной ветеринарной службы также были рассмотрены вопросы контроля по хранению и реализации продуктов животного происхождения на торговых объектах. Ирина Аршуба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.